Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». 15 октября в России стартует всероссийская перепись населения. Напомним, что по итогам 2010 года насчитали 5 миллионов 310 тысяч татар. Это соответствует 3,9% от населения России. Татары исторически смотрели на проведение переписи с подозрением и недоверием, что ли. Почему? Да потому что всегда всплывают какие-то неопределенные моменты, какие-то нюансы и подводные камни, узнав которые, как-то становится не по себе. Да, всероссийская перепись населения в этом 2021 году будет сильно отличаться от переписи прошлых лет. Во-первых, все еще продолжает в России, да и вообще во всем мире бушевать коронавирус. А из этого вытекает следующее обстоятельство. То есть, во-вторых, суть дела в том, что в переписи населения можно будет поучаствовать в электронном виде через портал госуслуг. Официально баннер с функцией участия во всероссийской переписи населения на сайте госуслуг появится лишь 15 октября. Я вас прекрасно понимаю, нам тоже хочется взглянуть на эту функцию и через компьютер, и через планшет, и через мобильный телефон, и убедиться, нет ли там каких-нибудь неприятных для татар нюансов. Но как именно будет выглядеть форма переписи на портале госуслуг? Можно подглядеть, например, у заместителя руководителя Росстата Павла Смелова. Он просто давал пресс-конференцию как-то журналистам и на основе своей странички на сайте госуслуг прошел перепись. Вот смотрите, перед вами переписной лист. Вот тут можно выбрать язык заполнения. Кстати, анкетирование на портале госуслуг можно пройти и на татарском языке. Дальше можно ввести субъект Российской Федерации, где вы проживаете. Павел Смелов тут ввел Москву. Далее Павел Смелов указывает, сколько человек проживает по его адресу. Этот момент очень важен, потому что вы можете переписать не только себя, но и своих близких родственников. Кстати, в данных профиля бланка можно не указывать свое имя, фамилию и отчество. Тут это принципиально не важно. Смелов тут вообще о себе написал как муж. Это и не удивительно, ведь ваши личные данные и так известны российским органам статистики. А вот кнопка «Добавить проживающего». Тут уже замруководителя Росстата Смелов показывает, как он вбивает данные на свою жену. Вы также можете переписать членов семьи, с которыми проживаете. Следующий переписной бланк посвящен уже более детальным вопросам. Вот, 12 пунктом идет вопрос о том, владеет ли русским языком человек, который сейчас проходит перепись. Этот вопрос общий и задается всем. А вот 13 вопрос – это уже вопрос о владении другими языками. Обратим внимание, что в вопросе не ставится вопрос о степени, уровне владения иных языков. Этот момент касается тех татар, кто знает неуверенно татарский язык или вообще не разговаривает на нем, а знает лишь считанное количество слов. Обратите внимание также, что задаются сразу два вопроса: какими иными языками вы владеете и какие из них используются в повседневной жизни. И следующий, 14 вопрос: какой у вас родной язык? В 13 и 14 строке указываем татарский язык. Почему нужно указывать именно татарский язык, если, скажем, в действительности вы им не так хорошо и владеете? Во-первых, со временем, в этом году или чуть позже, вы же можете подтянуть свой родной татарский язык, так сказать, вернуться к нему. Читать книги на татарском языке, слушать музыку или видеоматериалы смотреть на татарском языке. Ну или начать разговаривать с кем-либо из своих родственников на татарском языке. Но если этого не случилось, не беда. Все равно пропишите татарский язык. Будьте ответственны за свой народ, за свою культуру. Не лишайте последующие после вас поколения татар возможности получать образование на татарском языке, пользоваться книгами и телевидением на татарском языке. Не лишайте последующие поколения татар татарского языка. Потому что именно по вашим этим ответам, по результатам переписи населения в России, власти увидят, в каком состоянии находятся татары. Увидят, как ассимилируются татары, как их покидает татарский язык. Именно по этим результатам и будет решаться вопрос, какую стратегию национальной политики в России нужно выбрать. Нужно ли финансировать, поддерживать преподавание родных языков в школах, печатать учебную, научную или художественную литературу на этих родных языках. В общем, вы меня поняли.
Еще раз повторюсь, выбирая татарский язык как язык владения, как язык в повседневной жизни, как ваш родной язык, вы тем самым ему продлеваете жизнь и даете более молодому поколению татар, последующим поколениям татар, возможность овладеть этим языком, воспользоваться этим языком. Мы прекрасно понимаем, что сегодня в числе татар немало тех, кого татарский язык покидает. Мы понимаем, что не всегда татары виноваты в том, что в плане языка обрусели. В местах компактного проживания татар, быть может, не хватает сил, ресурсов или возможности открыть школы, классы с татарским языком обучения. Поэтому перепись населения – это возможность, шанс, который выпал один раз на 10 лет, чтобы показать силу своего родного языка, силу поддержки своего татарского языка. Будет ли предусмотрена возможность указать два родных языка, если респондент пишет в графу «родной язык», например, сразу два слова «русский» и «татар»? Татарский, то какой из ответов пойдет в статистику? Значит, возможность такая есть, то же самое, как и с национальностью. Значит, единственное, что в статистику пойдет все. Мы для общей статистики, для общих итогов будем брать всегда по первой национальности или первому языку, указанному в строчке. Для ученых, ну, кто занимается профессионально вот этой темой, там будет более подробная, детальная разбивка. Но всегда можно, если вам будет потом интересно какие-то уточнения, сделать к нам запросы, мы в течение 30 дней подготовим для вас таблицу. Но это будет не раньше конца следующего года, потому что все вопросы по национальности и по языкам мы проверяем не автоматически, мы проверяем вручную каждую анкету вместе с специалистами, чтобы не было ошибок в учете. Вот так, по словам Павла Смелого, будут учитываться родные языки, если вы их в графе 13 и 14 сразу укажете несколько. То есть, вы понимаете, да, о чем говорит замруководитель Росстата Павел Смелов? Органам статистики важен именно и только тот язык, который вы указали первым. А что вы указали вторым, важно только для ученых, которые на основе этих результатов будут писать научные статьи, кандидатские, докторские диссертации, будут проводить научные семинары, конференции с перерывами на кофе-брейки. Но такой интерес ученых к вашему второму языку лично на вас, татарлар, по сути, никак не отразится. Ну, то есть отразится, но только лет это через 5, 6, 7. А может и еще больше времени пройдет. Органы статистики же получат цифры по количеству носителей языков из тех, которые были указаны, и передадут их органам власти. А те уже начнут думать и решать, что делать с таким языковым разноцветием у нас в стране. Так что, татарлар, татар тілі біз фақат бірінші ғана болсын. Татарский язык, только первый и больше никакой. А вот еще один очень важный для татар пункт. Это пункт 16 о вашей национальности. Тут замруководителя Павел Смелов себя указал как русские. Ну а мы, татары, соответственно, себя указываем как татары. А с этим пунктом не все так просто и однозначно. Как известно, татары делятся на субэтносы, то есть мишари, кряшины, крещеные татары, сибирские татары, типтяри и так далее. Будут ли отнесены эти субэтносы к татарам, когда будут подводиться итоги переписи населения? С одной стороны, мы, конечно же, ратуем за конституционные права о том, что человек сам вправе волеизъявлять, к какой национальности он относится. Но, с другой стороны, есть немалочисленная прорва псевдоэкспертов и этномародеров, которые весь этот подготовительный к переписи период, а может где-то и не одно десятилетие, ведут искусную идеологическую борьбу против единства татарской нации и раздувают искусственно татарские идентичности, я имею в виду субэтносы, отделяя их отдельно от всей татарской нации. Мы, татары, задаемся вполне очевидным, логическим и справедливым вопросом, а есть ли гарантии, что если некоторые наши милләттәшләр воспользуются своим конституционным правом и назовутся именами татарских субэтносов, то их непременно отнесут к татарской нации. Есть ли в этом гарантия? Увы. Но ответы на этот вопрос представители Росстата нам, татарам, что-то особой уверенности не вселяют и мало похоже на конкретные гарантии. Как будет вестись подсчет субэтносов?
Вот вопрос тоже из Татарстана, электронная газета «Бизнес онлайн». Будут ли выделены татарские субэтносы кряшены, мишари и т.д.? Или все они будут называться татарами? Значит, вот здесь в самом вопросе, по-моему, ответ. Есть национальность, есть этнос, есть субэтнос. Это разная иерархия. Конечно, мы будем идти от самого низа, будем выделять все самые мелкие субэтносы, которые будут складываться в этнос, потом в национальность и так далее. То есть учет будет полностью детализированный. Да. А кто будет складывать этносы в нации? А каким образом этносы будут складываться в нацию? Есть ли уже список субэтносов, из которых будут складывать татарскую нацию? Согласитесь, что у нас, у татар, эти вопросы появляются автоматически. А вы услышали из уст Павла Смелого ответы на эти вопросы? Нет. Вот и мы тоже не услышали. Это что получается? Представители татарских этносов могут назваться как угодно, кем угодно, но войдут ли они в татарский общий этнос, это будет решать какая-то неизвестная сила, чья-то непонятная воля. Татарлар, давайте просто решим этот вопрос. Вне зависимости от того, к какому субэтносу вы относитесь, все записываемся как татары. Можно потом во втором порядке уже указать и имя своего субэтноса, но давайте не будем помогать силам, заинтересованным в сокращении численности татарской нации в расколе этой самой нашей татарской нации. Дуслар Ипташер, приглядитесь вокруг. Если вас окружают татарлар, у которых есть какие-то сомнения относительно этого вопроса, кто сомневается, что первым записывать то, что он татар, или то, что он относится к какому-то субэтносу, попробуйте его аккуратно убедить в важности переписаться в первую очередь именно как татар. Дуслар Ипташляр, я верю в то, что те, кто смотрит меня в основной своей массе, это татарлар, которые уже определились, и проблем с определением, кто они, татарлар или какой-то татарский субэтнос, не имеют. Я обращаюсь к вам. Для нас на самом деле важны ваши близкие, родственники и друзья. И то, как вы мягко, вежливо и аккуратно сможете им объяснить, как на самом деле лучше татарам переписаться в этой переписи. Еще раз, татарлар, повторяю, в первую очередь пишем, что без татарлар, а уже потом можно писать свои субэтносы. Поверьте, мы акцентируемся на этом вопросе не только потому, что там в Москве замруководитель Росстата Павел Смелов не дал нам конкретных ответов по татарским субэтносам. Конкретных ответов на этот вопрос нет также и у руководителя Татарстанстата. Вот посмотрите сами, как отвечает руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина. Очень много деталей. Хотелось бы понять, граждане, которые запишутся представителями татарских субэтносов, кряшины, мишари, тептяри, они как будут учтены в общих итогах? То есть их отнесут к татарам или будет отдельная разбивка? И если их отнесут к татарам, есть ли гарантия этого? Или все-таки здесь как это устроено? Расскажите, пожалуйста. Вхождение по национальностям разрабатывается Росстатом совместно с привлечением научного сообщества наших этнографов. И я хочу сказать, что при формировании сводных итогов будут учтены все ответы, которые граждане запишут. На сегодняшний день вот у меня такой ответ. Спасибо за вопрос. Если я записался мишарином, я татарин в итогах переписи, или я мишарин? Есть татарин, есть мишарин, есть тептярин и так далее. Система вхождения будет определена при подведении сводных итогов. В настоящий момент идет до конца отработка этих вопросов. То есть пока нет точности в этом. Угу. То есть вы тоже услышали, да, что до начала переписи населения остались считанные дни, а что Росстат, что Татарстанстат все еще не определились, не отрегулировали вопрос по татарским субэтносам. То есть они обещают определиться с этим вопросом, но потом, уже после того, как пройдет перепись, где-то в 2022 году. Дуслар Ипташляр, ну и какую позицию займем? Будем ждать, когда нам органы статистики махнут платочком и скажут, что все, определились? Кажется, это лучше нам самим определиться и назваться в первую очередь как татары.
Не надо давать поводов и причин, еще раз я вам повторю, для раскола единой татарской нации. Вообще, если обратиться к истории вопроса, к истории проведения переписи населения в нашей стране, участие в этих переписях татар и истории учета татарских субэтносов, то становится понятно, что татарские этносы – это на самом деле слабое место в единстве татарской нации. Первая перепись населения, которая учитывала именно национальность жителей нашей страны, это перепись 1897 года, во время Российской империи. В этой переписи населения у людей спрашивали родной язык и к какой вере они относятся. Национальность же органы статистики определяли по родному языку. Хотя есть документы и сведения, которые показывают, что на самом деле опрошенные жители Российской империи определяли свой родной язык от сословия, к которому относились. Например, типтяри называли свой родной язык типтярский, мишари – мишарский язык, хотя по факту они все владели татарским литературным языком. Но как обстояло дело с переписью населения, с переписью татар в советское время? Например, как переписывали татарский субэтнос типтярей в 1926 году. В инструктивно-методических материалах переписи говорилось следующее. Под именем типтярей значится группа населения сословного происхождения, и поэтому в переписи это название принято как неточное обозначение народности. А вот в Башкирское центральное статистическое управление из Москвы пришла уже совсем другая инструкция с совсем другими вводными. Читаем. Особое внимание необходимо обратить на регистрацию татаро-башкирской части населения. Здесь нужно твердо отграничить башкир от татар, мещеряков от типтярей. Здесь нужно иметь в виду, что типтяри не являются народностью, а представляют собой группу, образовавшуюся из смешения разных народностей. То есть, в общем, на весь Советский Союз объявлялось, что нет такого народа типтяри. А вот в случае с Башкортостаном из Москвы пришла указка, что есть отдельно татары, башкиры, мещеряки, типтяри. Но вот типтярей можно и раздербанить, так как они не народ, что там все понамешано. Так что если нужно восполнить численность какого-либо народа, а мы знаем, какую численность обычно хотят восполнять с помощью фальсификации и манипуляций в Башкортостане, то можно воспользоваться типтярями. В общем, в 1926 году субэтнос типтярей отдали фактически на съедение властям Башкортостана. Мишари в 1926 году были выделены в Башкортостане как отдельная народность. Это примерно больше 137 тысяч человек. При этом мишарей как отдельную народность выделили и в Пензенской губернии. Это около 100 тысяч человек. Но все мишари Башкортостана своим родным языком указали татарский язык. Уж не это ли доказательство, что мишарь – это на самом деле такое сословие татар в Башкортостане? Ну а что вы хотите? С года революции 1917 года прошло лишь 9 лет. Башкортостан, как социалистическая республика, существует 7 лет, а Татарстан всего 6 лет. Никто среди мишарей чисто физически не мог попасть под какую-то там татарскую пропаганду и форматироваться в татары. Мишари – это и есть татары, и родной язык у них татарский. И типтяри Башкортостана по результатам переписи 1926 года в качестве родного языка указали также татарский язык. А что по Пензенской губернии? Да там вообще из 100 тысяч мещеряков 38 тысяч человек оказались русскоязычными и русскими по факту, а остальные 61 тысяча мещеряков своим родным языком также выбрали во время переписи 1926 года татарский язык. Как вы видите, все эти субэтносы типа типтяри, мишари – это все результат конструирования татарских субэтносов накануне переписи населения в 1926 году и конкретно в Башкортостане. Вообще, число татар в 1920-1930-х годах включали такие горские народности, как Ахатлели, Барчалоели. Это грузинские азербайджанцы. Потом их исключали из числа татар. Минусинских, то есть абаканских татар, в
переписи 1926 года включали в численность татар, а потом во время переписи населения в 1939 году исключали. В 1926 году татар-мишарей считали отдельно от татар, а в 1939 году наконец вернули в состав татарской нации. Крымские татары до их депортации были в составе большой татарской нации. Их включали в наши татарские ряды по переписям 1937-1939 годов, а вот 1959 года их стали считать отдельно. По тептярям тоже крутили как хотели. До переписи населения 1959 года они, значит, были татарами, а в 1959 году оказались отделены от татарской нации. До 1959 года список татарских субэтносов считался вроде как определившимся и устаканенным. Но в 2002 году московские ученые вновь взяли в руки свои этнографические ножницы, ну или ножи, и стали вырезать и разрезать тело единой татарской нации. Назвали самостоятельным этносом и вычеркнули из состава татарской нации, например, нагайбаков, кряшин, сибирских татар и чулымцев. А в 2010 году среди числа татарских этносов вдруг появились булгары. Их появление в рядах татар московский этнолог Валерий Александрович Тишков объяснил якобы существованием общественно-политической инициативы. Прошло чуть больше 10 лет. Ну и где эти активисты, общественники, господа булгаристы? В общем, если взглянуть на динамику численности татар по переписям, начиная с 1926 года, то татары численно год от года росли. И это, несмотря на известные всем нам перекосы и перегибы национальной политики в Советском Союзе, на периодические переписывания татар в Башкир-Башкортостане. Как видите, пиковая численность татар в России была в 1989 и 2002 годах. Хотя если брать во внимание чудовищные фальсификации, которым подверглись татары Башкортостана во время правления Муртазы Рахимова в 2002 году, мы вплотную к отметке в 6 миллионов татар должны были достигнуть уже в 2002 году. Но планомерная идеологическая диверсия против единства татарской нации, вот эта любимая московскими учеными игра в татарские субэтносы, как вы видите, привела к сокращению численности татар в 2010 году. И боюсь, тенденция к сокращению численности татар продолжится и дальше. Как вы знаете, по нашим видеороликам на канале Татары Мира, раздувание татарских субэтносов продолжается. Так что, татарлар, в предстоящей переписи населения указывайте первым только татарский язык, а национальность первый татарлар. Дуслар Ипташляр, помогите распространить эту важную информацию. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, нажмите на кнопку уведомления и перешлите наше видео своим знакомым и друзьям, и родственникам, особенно тем близким, кто проживает в очень непростых для татар территориях, а именно в Башкортостане, в Астрахани и в Сибири. Бердам булык, татарлар!